Соблюдение требований земельного законодательства. Эта тема была основной на встрече сотрудников управления антимонопольной службы с журналистами. Были озвучены итоги работы ведомства в цифрах и наиболее проблемные моменты. Все подробности у Абдулмалика Белкания. Применение земельного кодекса обсудили сегодня на расширенной пресс-конференции в управлении антимонопольной службы. Представители ведомства озвучили итоги работы по выявлению нарушений при выделении земельных участков муниципальными образованиями. Данные представлены за период с 2016 года. Надо сказать, что конкуренция именно при продаже земельных участков и передаче в аренду в Республике Ингушетия практически отсутствует. Поэтому все земельные участки, которые выставляются так или иначе на торги, они уходят с минимальной ценой. Это все сказывается очень негативно на бюджет республики, да и на нас с вами. Если это сельское поселение, допустим, они там продают земельный участок, да, и доход от продажи этих земельных участков уходит в районную казну, и дальше район уже распределяет между теми сельскими поселениями, которые находятся на территории муниципального района. Эти все деньги напрямую должны поступать именно в бюджет муниципального образования. Согласно информации, предоставленной управлением, за отчетный период в регионе было выявлено 211 нарушений. В 67 случаях информация о проведении онлайн-торгов не была размещена на официальном сайте, что согласно законодательству является обязательным условием для обеспечения прозрачности процесса. Без проведения конкурентных процедур заключено более 50 договоров аренды земельных участков на сегодня. Всего же выявлено нарушения более 211. Из них 67 извещений для проведения торгов размещены не на сайте торги.гов.ру. Таким образом, необходимо разместить на официальном федеральном сайте, это закон Земельный кодекс от нас требует соблюдения этого принципа. Но вместо этого бывают некоторые главы муниципальных образований, которые у себя на стенде где-то повесили объявление, могут задним числом на сайте повесить, ну и так далее. Идти на такие ухищрения, чтобы передать этот земельный участок кому надо. Рекордсменом по количеству нарушений по итогам проведенной работы является город Назрань и Назрановский район, а также столица республики, в сумме набравшие 136 нарушений. Специалистами курирующего данное направление отдела были озвучены основные моменты, с которыми им пришлось столкнуться в рамках выполнения работы по контролю соблюдения законодательства. Сейчас, на данный после нашей проверки, насколько показывает практика, то, что они начали размещать. То есть, может быть, это, не знаю, человеку будет это какая-то мелочь казаться, на самом деле это рисованный пример. В соответствии с Земельным кодексом, если нет этих параметров, вообще не имеет права размещать. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что это на самом деле очень важно. Также представителями антимонопольной службы отмечалось, что земельный вопрос для обсуждения в рамках пресс-конференции выбран не случайно, так как именно это направление является наиболее актуальным в нашем регионе. В дальнейшем работа по выявлению подобных нарушений будет вестись не менее активно, хотя бы потому, что результаты работы за отчетный период показали позитивную динамику в сторону спада количества нарушений со стороны муниципальных властей. Абдулмалик Белкания, Джамалил Дударов, Данил Тимурзиев, Вести Ингушетия.